На самом ли деле таджики гордятся своим лидером, или это только прикрытие? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, за какие достижения в стране можно гордиться президентом. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале. Лидер нации – это не звание, а должность, которую сохранит нынешний президент Эмомали Рахмон после завершения полномочий президента. Эмомали Рахмон смог остановить войну и превратить Таджикистан в процветающее и свободное государство. Из всех республик Центральной Азии Таджикистан, пожалуй, лучше всего смог реализовать идею многовекторности. Так, Эмомали Рахмон получал гарантии безопасности от России и Китая, инвестиции от того же Китая и Ирана, а политическую поддержку от европейских государств. Ряд экспертов видят заслугу Рахмона в том, что он не дал Таджикистану скатиться к хаосу, по примеру государств Северной Африки и Ближнего Востока. Дескать, будучи умеренно авторитарным руководителем, жесткой рукой удерживает порядок в стране, которая другого стиля правления просто не приемлет. В 2009 году Рахмон подписал закон о государственном языке, определившим таджикский язык единственным для общения с органами государственной власти, в то время как Конституция страны провозглашала русский языком межнационального общения. А в 2010 году парламент принял поправки, согласно которым все законы и нормативно-правовые акты в официальной прессе должны публиковаться только на таджикском языке. Так русский оказался полностью исключен из дела производства. Вы согласны, что Рахмон много сделал для страны? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. Более того, Рахмону в 1992 году, назначенному на пост председателя Верховного Совета, которого многие считали не более чем свадебным генералом, удалось за считанные годы превратиться в самостоятельную политическую фигуру. Он сумел избавиться как от внутриполитических опекунов, так и от внешних отцов. Именно с этим, например, связывают давний личный конфликт между Эмомали Рахмоном и прежним президентом Узбекистана Исламом Каримовым. Да, демократия в стране не состоялась, однако многие эксперты до сих пор спорят о том, насколько вообще демократический режим будет эффективен для среднеазиатских государств на нынешнем этапе их социально-экономического развития. К тому же для элит смысл демократии в основном в легитимности. Население ощущает себя сопричастным к правящему классу, потому что его выбирает, а значит считает этот класс как минимум не чужим. С поддержкой народа у Рахмона проблем особых нет. Да, некоторые внешние наблюдатели считают режим глубоко семейственным и коррумпированным. В рейтинге восприятия коррупции Transparency International за 2016 год Таджикистан находится на 151 месте, потеряв по сравнению с прошлым годом 15 позиций. Однако ни о каком бунте населения в стране не может быть и речи до тех пор, пока люди помнят о кровавых ужасах гражданской войны. Поэтому, если и проходят какие-то выступления против Рахмона, то исключительно на уровне оппозиционных элит, недовольных идущим в стране переделом, собственности и влияния. Видимо, звание основателя мира присвоено ему по заслугам. Совместными усилиями мы сможем побороть использование террористическими организациями коммуникационных технологий с целью дестабилизации ситуации в регионе. На этом у нас все. Просим вас написать нам в комментарии темы, которые вы хотели, чтобы мы раскрыли в следующих роликах. Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. Также оцените наше видео подпиской и лайком.